Итоговое совещание регионального совета ветеранов искусства и культуры открыла выставка ручных работ самих ветеранов. Каждое выполненное изделие уникально и неповторимо. Вот эти все замечательные вещи были выполнены именно ветеранами культуры и искусства республики. Некоторые из них будут безвозмездно переданы самим ветеранам, их детям и даже их внукам. На выставке свои работы представили служители культуры из многих районов республики. Образцы национальной одежды, принадлежности ютуинских блюд, презентовали дзунхемчикцы. Сегодня здесь, на этом замечательном собрании, мы представили художественные прикладные работы. Среди них вязаные изделия Чечены Булчноловны, а здесь производимые в Сумоне Име Зои Чароловной продукты питания. Торжественная часть итогового собрания Совета ветеранов искусства и культуры ознаменовалась награждением активистов общественной организации. Медалью за заслуги в развитии парламентаризма награждается ветеран Мукуш Зоя Даржуевна. Заслуженные награды получили более 20 ветеранов искусства. Многие из присутствующих на торжестве в свое время были отмечены государством, но не считают, что можно починать на былых заслугах и продолжают нести пользу родной республике. Если взять историю, они прошли очень тяжелый путь в истории нашей России. Это тяжелые 90-е годы, конечно, и советское время, 80-е. У них есть чему учиться, им есть что передать. И несмотря на эти трудности, ни один из них не сломался, они стали образцом того, как закаляется сталь. Каждый из работников культуры имеет свою неповторимую историю, заслуживающую отдельного сюжета. Так, Виктор Мартыёл начинал свою трудовую деятельность заведующим автоклубом отдела культуры Пейхемского райисполкома. До 2003 года сменил не одну должность, в том числе по партийной линии. На пенсию ушел начальником отдела Государственного комитета по земельной политике. Я работал, там начальником отдела. Работая на партийной, комсомольской работе, всегда с культурой не расставался. Понимаете? И я считаю, больше всего я занимался именно проблемами и развитием нашей культуры. Занимался именно жанром вокал, песни. Тем временем за кулисами, если можно так назвать, фойе Кызылского колледжа искусств идет подготовка к концерту. Сводный хор опытных вокалистов сопровождает заслуженный работник культуры Тувы Кеттигол Данзин. Ветераны в своем репертуаре ко всему подходят серьезно и ответственно. Вот и перед концертом они очень серьезно готовятся к своему выступлению. И вот грянул хор. По-прежнему мощные мелодичные голоса могут заставить позавидовать более молодых коллег-вокалистов. Совет ветеранов искусств и культуры при региональном министерстве культуры был создан 28 июня 2017 года. Изначально организация состояла из 30 делегатов, и с каждым годом количество членов совета неизменно росло. Очень тщательный анализ, потому что мы отчитываемся за 5 лет, а тут оказалось у нас в списке 591 ветераны. В прошлом году 345 было, а в этом году 591. Общественная организация ветеранов культуры набирает оборот. По плану на 2023 год Советом запланировано аж 12 мероприятий, 5 из которых крупные. Такие как выставка ко Дню работников культуры России, республиканский шахматный турнир «Культура плюс шахматы» и другие. А Министерство культуры Тувы поддержит все начинания своих ветеранов. Сайгын Бирбюш, Алман Монгуш, Белек Коржак, Тува 24.